Всем привет! Не знаю, как встать сегодня. Вот такая погода у нас на улице. Метель, пурга. Но это нас, нас не останавливает. Мы загрузились уже. Сейчас посажу еще Тулана на сани и поедем на первую избу. Вроде, если не ошибаюсь, сегодня 25 марта. Поедем с ночевкой, порыбачим, отдохнем от будничных дней, от будничной жизни даже вернее. А погода вон какая. Но и выбора у нас тоже нету. Потому что дальше у нас жесткое потепление. И в теплую погоду тоже далеко не поедешь. Работы вон сколько привезли. Привезли дрова. Будем заготавливать. Одним словом, собираемся и поедем. Все как будет, буду снимать и показывать. Он уже нервничает, Туланчик. Немножко, хоть чуть-чуть успокоился ветерок, вообще жесть. 14 метров в секунду, не меньше. Температура 7 градусов на улице. Так, вон смотрите, на цепь я его сажаю. Он самостоятельно пока не сидит. Очень трудно удерживать его. Ох, как лес гудит сегодня. Это да. Погода так погода, он радуется. До избы немного уже осталось. А я вот остановился. Остановился, чтобы, вон, смотрите, сколько снега. О, много не достает. Остановился, чтобы показать. Ну, собаку-то держит уже снег. Чуть-чуть уплотнился, небольшой, вот этим покровом свежего снега. Такой слой наста, но очень тонкий. Очень тонкий. Собаку, лису, зверей мелких, все это держит. Но, скажем, если я сюда на буране залезу, все, утону. Это стопудово. Вот такие следы. Вон, видели? Блин, глубоко. Очень даже прибавляется. Много снега уже. Это получается 4-я поездка уже в нашу избу. На первую. И давненько я сюда не останавливался. Обычно пока темно я еду. Сейчас сегодня до 6 я выехал, уже светло. Пойдешь. Вот там бураница. Бураница, я по пути там рыбачил. Вон там на повороте рыбачил, ниже рыбачил. И много ездят по реке. Потому что вода поднялась или что-то там черное там. Наверное, вода может поднимается, блин. Вот. Вот такой зимний пейзаж. Вот сейчас я так снимаю. Потом в следующий раз проедем здесь. Также будем снимать. И круглый год я вот езжу и снимаю. И пока каждый раз разная картина. Сегодня вон какая погода. Вот. Но это ничего страшного. Погода нас не пугает. У меня все-таки какая-то надежда есть, что в такую погоду будет клев. Мы едем на рыбалку. Вот. Сосны здесь хорошие. Вот такие дела. Ну, сейчас он будет бежать. Он сейчас точно не сядет. Я пока по селу еду, я его отмечает, блин. Прицеп уже 3-й раз, наверное. Сыкун, блин. Тулан!
пока по селу еду, я его сажаю вон туда. Потом уже из села я выезжаю и пересаживаю на буран. На колени беру. Знаете, и вот сидит он, вообще такой, жилы так все затянуто у него, боится, отталкивается от бурана. Но бывают такие моменты, что вот он вообще расслабляется. Едет и просто он забывает про этот страх, может, или еще. И он становится, знаете, как кисель. Мягкий. Прям, блин, на коленях он сидит, он вообще болтается. Сыкон! Вот смотришь! Все, пиздец, не этому. Саням нахуй. Весь желтый стал. Пипец. Ужас. Эти кобыли, блин. Сейчас поедем. Ой, побежишь ты у меня. Вот. Не знаю, как там с двигателем. Ну, уйди. Ну, не скажу, что он греется очень сильно. Это почему я так все проверяю, потому что все еще присматриваюсь к игле, которую я спустил. Проверяю, сколько греется двигатель, сколько топлива уходит. Нагар свечи, все это я каждый раз пока проверяю. Пока привыкаю к этой настройке карбюратора. Люди будут ездить, вот смотрите, блин, какая траншея. Вон. Для человека уже это, ну и еще, скажем, еще полметра выпадет снег, и для лосей уже трудно будет ходить. Но им этот снег еще мелочь, это для них очень мало еще. Не с легкостью. Ну-ка уйди! Вот ты какой! Сукон! Ну локта чевали? Да, тулан, лохвалы. Вот это че? На! Ладно, ребят, болтаю, надо ехать. Ну тут немного осталось. Ух, летает, блин. Да, где-то целину буран, когда сбрасывая, сразу нагрузка получается. Вообще тяжело едет. Чё, здоровкарка? Ледюж не шотчины. Это я говорю. Чолом здоровкарка, ледюж не шотчины. Вот кто много раз тоже спрашивает. Это я всегда прошу у избы разрешение. Хотя изба это мною построена, все равно каждый раз нет такого похода, где я не прошу у избы разрешение на ночлег. Всегда это надо делать в любой избе.
просишь разрешение на ночлег, пусть все будет хорошо, отдохнем. Вот так вот. Ну все, мы на месте. Очередной поход на первую избу получилось. Конечно, у меня планы, как и прошлый поход, я говорил, будет поеду или пойду на вторую избу, но вот до сих пор еще наст не образовалась, погоды нету такой. Вместо того, чтобы снег, чтобы таял, там заморозки, наст получилось, у нас все время вот такой снегопад. И сегодня такая же картина. Вот такие дела. Но я не расстраиваюсь, все впереди. Будут еще походы, потому что без этого никак. Просто жду я погоды, и рано или поздно это будет. Ну что тут? Как всегда, все хорошо, чисто, уютно. Никого не было. Что как оставляли, так и есть. Вот. В прошлый раз установили умывальник. Еще вот раковину какую-нибудь удобно его сделать. Не очень большую, широкую, она что-то надо придумать. Ну, такие ремонты. Сейчас я этим заниматься не стану. Это летом. У нас потому что дорога есть, на УАЗике приедем. Вот. Вот если стол чуть-чуть еще даже отодвинуть, вообще мыши не могут залезть. Так очень намного удобнее. Вот. Ну ладно, сейчас я буду, как обычно, затапливать печку. Чайник поставим. Вот смотрите, крышу мы убирали вот до половины. Сейчас уже труба кое-как видна. Раньше времени убирать бесполезно, все равно снег прибавляется, а свой уровень возьмет, и он будет уходить. Вот так. Поздней весной, когда уже он уплотнится, уже перестанет снег идти, вот тогда уже можно полностью убирать. Вот такие дела. Сходил за водой, экстрим, камеру не брал. Там тоже намело, очень тяжело было подниматься, проваливался до ушей. Вот. На реке наледь сантиметров 10, вот так. Воды наверх льда поднялась вот столько. Но это не скажу, что очень хорошо. Так что нежелательно на буране выезжать на речку сейчас. Да и прошлого раза мне хватило, когда я горку поднимался, там многие писали, что можно там протоптать, там проехать, там туда-сюда. Одним словом, ничего не поменялось прошлым походом, ничего. Это я имею в виду со снегом. Просто на реке вот не было тот раз воды на льду. А сейчас там еще прибавилась эта вода. Вот, надо передохнуть. Чайник у меня уже на печи. Вот, лыжи взял сегодня свои самодельные, которые я сам делаю. Вот такие лыжи. Вот, с такой полосой конуса. Уже сотни, несколько сотен километров я прошел. Да больше, наверное, 1000 уж точно прошел, наверное, 1000 километров. Потому что
на одном походе, ты считай, проходишь 20 в этом и один день, а бывает там несколько дней в походе я был, и по 20 километров за поход не меньше с 50-60 километров проходил. И уже несколько лет я этим, много уже годков-то уже я на нем прошел. По мосту, чего только он не видел. Вот. Лыжи крепкие, толстые, тяжелые, но они крепкие. Ни разу не подводили меня пока. Вот. А когда тонкие лыжи, это каждый раз, когда бугорок там проходишь через валежник, у тебя риск там сломать лыжи. Но этим, честно говоря, очень много ходил. Может, переборщил с 1000 километров, но, блин, километр 700-то уже точно. Горняк я прошел на нем. Вот. Да, Тулан. Вон он, бездельник. Ну все, ребят, в избушке жара, буквально 10 минут прошло. Вот. Привез освещение, чуть позже буду показывать, как все это будет выглядеть. Светодиодовая лента там. Так. Ну и аккумулятор, который я вот показывал, покупал гелевый аккумулятор для освещения. Вот все это сегодня будем испытывать. Как всегда, распаковка. Что бы мне не писали, все равно я буду делать по-своему. Вот. Шапку я еще взял. Сегодня это надевать не стану. Так, powerbank, это для съемки. Это для съемки, это туда. Так, освещение, фонарик. Ну, немного вещей сегодня. Так, это тоже сейчас на рыбалку надо взять. Ну, это подводная камера. К чаю прикупил пряники шоколадные. Ну, это частенько видите в моих фильмах. Это очень сладкий, очень вкусно. Чай пить. Так. 2 удочки. Дополнительно 2 удочки. Это чисто на хариуса. 0,22 леска тут. 0,22. И покрупнее мормышки. Ну, на всякий пожарный тоже вот сделал. Бывает сейчас весной уже становится хариус активным. Ты не хочешь, но они ловятся. Как прошлую рыбалку я показывал. Пошел на плотву Ельца. Ловилось там вот эти хариусы. Консервы. Тушенка. Так, лапша быстрого приготовления. Забодяжить, наверное, сразу можно. Вот. Хлеб, буханку, думаю, хватит буханка, потому что пряник у меня есть. Дальше у меня нож. Вот этот нож я с собой тоже буду на пояс возьму. Это просто нож, я показывал в прошлом видео. Вот. Толком еще на нем ничего не делал, не работал. Вот. Как он себя покажет, это в основном на осенней охоте будем смотреть. Сало, кусок, картошка на суп или же на второе что-нибудь приготовим. Так, это тут холодец. У меня в тарелке было. Холодец 3 тарелки я в прошлый раз делал. Там мясо и у свинины этот копыта, или что там, нога. Вот. В принципе, еще у меня на сегодня. Да. Я говорю, мало сегодня, что я взял. Лук, чеснок. Вот. Много ничего не надо. В принципе, хватит. Так, для собаки у меня еще с прошлого раза. В той ведре там для него есть. Там каши сварим и все ништяк. Так. Все, этим разобрались мы. Сейчас пью чай. Наверное, подожду, когда закипит чайник, и уже можно
идти на рыбалочку. А, даже масло я в прошлый раз масло тут оставлял, оказывается. Бич-пакета до хрена еще тут. Поэтому у меня сахарные пески все есть. Поэтому и ничего лишнего я не привез на этот раз. Растено масло. Все есть. Каша, конфеты. Теперь не хочу. Вон они. Шоколадка там холодильника у нас дома была, и думаю, взять, не взять, а потом хорошо, что я не взял. У меня тут подушка, конфеты вот это, и еще конфеты вот эти, карамельки. Все есть, в принципе, все. Столько никогда я не ем. Все время привожу там из продуктов моря целый мешок. Мало употребляю. Сейчас в первую очередь вот это холодец я сейчас буду есть. Ну блин, еще бич-пакет бы заварить. Вообще обалденно так. Вкусно. Чай. Вот это ведро удобное, но он переносной. И основные вещи вот в этой ведре я выношу в кладовку. Лишнее не оставляю. Мыши туда не лезут. Очень хорошее ведро. Ну все, примерно так. Подкинул еще дровишек. Начальник уже журчит. Будем завтракать. Сегодня, оказывается, ребят, 24 число. 24 марта. В принципе, это считай, уже, под словом уже 24 марта. Считай, уже март. Заканчивается, потом уже апрель. И там уже весенняя охота. Ну да, где-то на Буране еще остается примерно больше половины месяца. Ну, месяц езды. Потом уже еще сезон будем закрывать. Езды на Буране. Уже будем готовиться к весенней охоте. Вот. Такие дела. Ну, я заварил лапшу быстрого приготовления и холодец на завтрак. Очень вкусно. Обалдеть. Мне нравится. Не знаю, как вам холодец нравится или нет, вот этот бич-пакет, но мне лично очень нравится. И туда еще, обычно, когда холодец делаю, туда еще перец добавляю и чеснок. Вот крошим на мелкие кусочки такие. И сверху, когда он еще жидкий, сверху никакое желе, вот, ой, не желе, а вот эти желатин, не желатины, но вот этот, который твердеет потом, это я не добавляю. Надо всегда вот это, нижнюю часть, вот, копыта брать, варить, там у курицы там можно, или же у скотины любой, у теленка, у свиньи, все это годится. Вот. Чайник уже сейчас буквально через 5 минут закипит. Такой завтрак. Ладно, ребят. Выключаюсь пока. Завариваю чай. Это чай цейлонский. Да, цейлонский, листовой. От Деда Мороза. Деда Морозу привет.
отдельно. Кто такой Дед Мороз? Это я знаю, и сам Дед Мороз знает. Пью чай. Вот. Завариваю, вернее, только что закипел там. Мальчик вернулся, бездельник. Он тоже позавтракал. Что даю, как даю, я каждым разом все меньше буду показывать. Ну, уже просто надоело читать комментарии, что я не так, не так кормлю собаку, не так воспитываю, там, не так, все не так. Ну и все это меня чуть-чуть раздражает, и я вот в некоторые моменты перестаю показывать. Вот. Ну, сейчас подождем минут 10 и будем пить свежий чай.